Владимир Уйба сегодня работает в Ижемском районе. В деревне Устижма глава республики проинспектировал ход строительства школы-сада на 130 мест. Объект для местных жителей долгожданный. Старая школа сгорела еще в 2003 году от удара молнии. Значит, выполнены все дорожки тротуарные, выполнены бордюрные камни, сделано песчаное основание, щебенка, то есть все готово под укладку асфальта, но это уже как температурный режим позволит. Значит, стадион. Справа мы видим стадион. Значит, покрытие беговых дорожек выполнено резиновой крошкой. Ну, я, в принципе, докладывал. Фотографии, видео. Осмотрел глава и ход строительства школы на 600 мест в селе Ижма. Социально значимый для района проект начали возводить летом 2022 года. Мы сейчас основное, на чем будем концентрироваться, это на завозке сюда материалов. Вот, мы, конечно, хотели успеть сделать плиту, но, к сожалению, да, вот со средствами немножко все это подзатянулось. Так получилось. И чтобы нам с наступлением погодных условий более-менее нормально уже приступить к монолиту и остальным вещам. Сейчас можно будет заниматься выполнением работ по подготовке. Но опять же, там тоже плита у нас есть. У нас там пожарной емкости вот в той части, потому что участок имеет неправильную конфигурацию. Он туда уходит, в ту сторону. И в правую сторону сейчас пройдем, я покажу. В принципе, там спортплощадка. В Ижме Владимир Уйба вручил ключи от новых квартир детям-сиротам. Сократить очередь и ускорить выдачу жилья муниципалитету удалось за счет инвестирования в жилищное строительство. В преддверии Нового года вообще всегда знаменательно дарить подарки. Но вот сегодня такой подарок дарим вам, уважаемые новоселы. Мы каждый год стараемся увеличивать объемы жилья для детей-сирот. Не всегда это получается, но тем не менее каждый год 300 детей у нас сирот получают свои долгожданные квартиры. На самом деле, конечно, хочется быстрее обеспечить всех детей-сирот. Но, повторяю, здесь есть достаточно большое количество проблем. Тем не менее, сегодня для вас эти проблемы решены. Вы обретаете свой долгожданный кров, свои квартиры. А после Владимир Уйба встретился с матерью добровольца из отряда «Барс-4». Глава Коми поблагодарил ее за воспитание достойного сына защитника Отечества. За мужество и самоотверженность, проявленные во время СВО, бойцу объявлена благодарность главы Республики Коми. От всей души вручаю вам эту благодарность как маленькое признание большого человеческого подвига.